Так, всем привет. 300 лет, 300 зим, как говорится, нечего было снимать. Да и опять особо нечего. Первый снег вот только что у меня, для меня первый снег. Уже с границы с Якутией, местами там на верхах снег. И вот сейчас к Титу подходим. Тит он весь уже в снегу. Сейчас +1, сегодня 25 сентября. Там даже уже посыпалки на границе работали. Ну, гололед был утром, а даже мужики впереди едут. С ними пообщались, они говорят, там и вытаскивали кого-то на легковушках. Они раньше меня проезжали. Потом пока стояли там с ними, вот мы в кучу тут собрались перед Титом на Хатыми. Короче, вот такая обстановка. Еду уже второй раз на Якутск. Короче, то пропадал как-то снимать в натуре одно и то же. А то уже думаю, ладно, довожу обстановку, что происходит. Особое. От крайнего видоса, что был дома, раз на Якутск съездил, потом с Якутска приехал в Владивосток, и сейчас просто с Владивостока на Якутск еду, и все. Получается, нигде особо-то и не был. Вот такие дела. А тут, как обычно, дорожка. Якутский вариант автобана. Ну, уже тут изменения есть, асфальта добавилось. Уже, получается, и за Немныром гравийку закатали, уже все полностью асфальт. Это вот, получается, ну, после Тита уже асфальт, получается, далеко, аж до Затомо там аж заканчивается. И здесь, я так понимаю, что никто и не планирует ничего делать, потому что, наверное, где-то дорогу будут мимо Тита делать, а может нет. Вот едем. Сзади Валера у меня едет 700 дорог на Вольве, тоже меня в Лопрях выловил. И вот катимся с Лопрей вместе. По рации тут трендим с легонца. Ну, уже все перетерли, в принципе, уже молчим. Такие дела. А, ну что еще было? Прошлым рейсом медведя видел там на границе с Якутией. Заснял, ну, в конце добавлю видео, но там медведь же такого цвета маскировочного, он как-то сливается. А так стоял на улице, смотрю, медведь идет. Я на углу машины стоял. Ну, нормально. Там мужичок рядом на легковой аж прыг сразу в машину. Ну, там медведь был такой, он, ну, молодой. Не знаю, ну, такой на задних лапах, метра полтора, может. Ну, такой, получается, года два, может, ему максимум. Может, и за год он так вымахал. Если за год, то, наверное, мама где-то рядом там была. А вот что спереди едет, он говорит, стоял там в машине, копался. Мужик подъезжает на самосвале. Спрашивает, говорит, это с тобой? Он бурундук побежал. А он поворачивается, копаюсь в машине, говорит, медведь вообще такой взрослый прямо. Там же вот на границе, на стоянке. Так что там как бы сильно расслабляться не надо. Но они, как правило, медведь, он там выходит, чисто мусорку проверяет. Они как-то к людям не это. Ну, конечно, спровоцировать можно, он там перепугается. Если не обратишь внимания, подкрадется. Как бы такая ситуация, лучше повнимательнее здесь быть с этим. Ну а так что, ночью тут минус уже. Снежок везде. Вот видите, так на кусты лег слегонца. Ну, уже, я думаю, там через неделю тут уже и снег будет. Может, назад сейчас с Якутска буду ехать. Тут сейчас 0 градусов. Ну, земля еще теплая, он по-любому на дорогу раскатают его. Ну, а на вершушке Тита уже может быть. Там продувается ветром, может и лечь гололед, в принципе. Это в горло першит что-то. Ну, в общем, такие дела. Что еще рассказать-то? Во Владивостоке прикурил, 9 дней постоял я. Все ждал и получился облом с грузом на Москву. Ну, я вот это вот нашел себе приключение. А там с Якутска уже буду смотреть, куда.
позвоню, естественно, может, на Владивосток вернусь или вообще поеду до дома. А то мне стекло вот это пришло уже на Ростов на станции менять. Я хотел перенести куда-нибудь хоть на Москву, а там нету таких стекол. Ну, именно чтобы оригинальное. Ну, не знаю, или они не захотели. Ну, типа, может, им заказали бы, может быть, под меня там, если что. Ну, короче, заморочь. Уже в направление на станцию пришло, так что стекло поеду сделаю. Вроде как сказали, подождут меня. В общем, так. Ну да, тут получается на самых верхушках снег. А сдалека вот эту гору видно, она как-то побелее, повыше, наверное, вот она. Ну, короче, тут еще надо по морозиво, чтобы слегонца, чтобы снег лег уже, если пойдет. Вот и крадемся, в общем. Ну, сейчас до верха Тита уже доедем. Не знаю, кто любит дорогу смотреть кривую. Это такого в стране как бы уже мало где есть. Да и тут уже немного осталось, по большому счету. Это кусочки, вот, получается, на Чульмакане, граница Якутии, потом Дурай, Гравийка, там вот реконструкция на Ригах, и, получается, Заулу тоже там кусочками. А, ну и перед Тындой. Ну, хватит, короче, так вот она, получается, не надоедает. Прокрался километров 30 там. Такой 20 едешь, 30 километров примерно на участке, 20 так вот. Там даже есть после Тынды асфальт похуже, чем эта Гравийка. Тут самая опасность на этих дорогах, что неожиданно хорошая дорога заканчивается какими-то канавами по колено. И все, так вот в этом плане. Что там вот мы ехали, там с Якутии, хороший асфальт, все, на спуск выворачиваешься с поворота. А там канава такая. И стояла Реношка. Даже не знаю, что там с ним случилось. Он как раз после этой ямы там. Ну что-то там никого так спросили по рации. Что-то тишина. Может, ее оставили, правда, там. Зачем-нибудь поехал на попутках. Ну, тут, видно, вот погрейдировали или что-то такое. Поровнее стало. Там что-то он экскаватор копает наверху. А, может, это столбы электропередачи что-то делают. Так, надо сваливать. Встречка натоптанная, а наша там с уклоном только ровненькая. И вот здесь вот зимой здесь вот все конференции собираются любителей летней резины и симпозиум тут по постановке цепей. Ну, одноногие прикуривают, если там неправильно. Ну, как мы тут штурмовали, да, тогда, когда ленивец не прошитый был. Оно и сейчас надо его поднимать, потому что по этой грязи он с ленивцем подбуксовывает. Тут на Якута мы поднимались там, ну, к Нагорному. Я поднимал его. Такая ж вот каша грязь. Ну, сейчас схожу. Вот, Валер, видишь вот это место, где одеть цепи, и вот тут первый пупок вот этот. Вот здесь вот обычно все буксуют, а потом уже в повороте. Вот это вот начало подъема на Тита. Все, понял, еду, отдаю. Ну вот, где Америка сейчас впереди идет, вот получается, вот там вот как раз все и подвисают чуть дальше. Ну, первый, тут получается особо-то и не разгонишься, но если только хрен знает откуда по ямам лететь. И потом уже поворот. Поворот обязательно по встречке надо идти. Тут все в курсе, как бы пропускают. Ну, это касаемо зимой просто. Сейчас-то по барабану, по большому счету.
Ну, ленивец я на всякий случай подыму, потому что он и по грязи будет вышлифовать. А это щелкнула бутылка, у меня тут сквад всего. Или что это было? Ну, наверное, да, бутылка. Тут же давление, наверное, меняется. В горы пошли. Да, и вот это вот этот вот тит. И вот тут вот мы как раз все, вот в этом месте все и буксуют. Вот именно надо вот сюда вот чуть-чуть вот пройти. Вот, наверное, вот до вот этого места. Уже тут поедешь. А вот если тут встал, то все. Оно ни на первой, ни на какой не едет. Вроде и посыпано, и все. Ну, мы тогда, получается, 28, наверное, или 20... 27 тонн было. Сейчас я 25 еду. У меня мясо замороженное. Аргентинское. О, отдохнуть предлагает. Прям здесь стать. Вот это по этой каше лучше не ехать, наверное. Все равно, блядь, подъем приличный. Что говорят, тит, хуйня, блядь, нихуя себе. Не, ну мы вот это вот самое прошли сейчас, вот как раз вот там все буксуют, понял? А если здесь уже как бы поровнее более-менее и поворот сейчас будет. Тут получается как бы у меня он буксует, даже ленивец поднятый, видишь, по грязи по этой. Сейчас еще и присяду где-нибудь. Буксовать-то она у меня буксует. Я вон клавиши чуть подушки поднял, чтобы побольше давило. Ну понял, ну я сразу иду на третьем положении, это по высоте. Ну да, подшлифовывают, но что глину тут намесили тоже. У меня этот Мишлен, честно говоря, знаешь, надо китайскую эту ставить резину. Потому что Мишлен, он какой-то все равно слишком он просто в буксование уходит. И вот тут, видишь, вот этот поворот. И получается, когда зимой, обязательно прямо по буровке, по встречке иди. Там как бы тут все в курсе и пропускают. Ну, если там кто непонятливый, в принципе, там по рации тогда просишь. Слушай, а тут прямо вообще гребет, буксует что-то прям совсем. Встречка так нормально. Ну да, из-за этого же едут, потому что по своей там вообще угол получается крутой, но... Ну да, видно, что снег лежал тут, наверное, ночью по-любому, да, так напиталась дорога, грязь, все. Что и снег, видишь, там прямо... Вот и заехали, в общем. По грязи.
выгребает. Сейчас еще и вниз спускаться тоже будет так себе. Тут снег прям нормально, можно снеговика лепить, в принципе. -1 сейчас. Там, Валер, хочешь, обойди меня, потому что я буду спускаться прям совсем медленно, а то меня тут на 5-й, наверное, даже придерживать надо. Тут крутой спуск. На механике. Ну, на 6-й, я помню, в прошлый раз. На 6-й тут просто такая грязища, она, по-моему, и не будет держать горничком. Да, входи, чисто. А, вот ленивец опустился у меня. А ну-ка я его подниму еще. Ага. А что он не хочет? Он не хочет, потому что передок много. Потому что на спуск идешь. Или что ему надо? Ну да, 9 тонн наперед уже стало. Вот это что-то, кстати, надо вопрос задать. Вот второй раз такое на спуске у меня, что он не хочет подниматься из-за передка. Он, получается, у меня на ведущей оси ограничения убрал. Там же 11,5 тонн было. А передок остался. И получается, наперед сейчас 9 тонн из-за того, что мы вниз идем. А тут прямо, гляньте, как намесили. И у меня, получается, с ленивцем же сцепление для горняка плохое получается. Ну, здесь-то еще ничего, а вот там вот сейчас за поворотом там покруче будет. Придерживаем. А он, по-моему, не может, держака нету у него у ведущей оси. Надо просто еще ж не догонять. Тут же из Киргизии вот братан едет наш. У него такая одиночка. Ну вот этот кусочек надо подспуститься, в принципе. Ну ладно, чуть тормоза использую, что я так редко пользуюсь. Ну я как притормаживаю так вот на секундочку, просто чтобы он не срывалась она, получается. Ну да, тут такое подморозит, если ну, ночью вот эта вот мокрая грязь вся. Думаю, тоже будет скользковато. Ну, в плане, в подъем. Выскочишь-то пустой, без проблем, я думаю. А груженный уже, как бы, наверное, может быть и проблема какая-нибудь. Потому что подбуксовывает по этой глине прям нормально. Ну и резина уже проездила все лето. Такая себе, хотя она зимняя, но она уже укатанная вся. Там смотрел китайскую, там глубина протектора 3 сантиметра, там вообще такие как пила выглядит. Ну, такую хочу, наверное, взять чисто на зиму, а потом вот эти Мишлены, если что-то катать уже летом, потому что они еще нормальные, там миллиметров по 5 осталось еще. Ну вот почти спустились. Да. Катим. Сейчас асфальт начнется. Так, это у меня уже что? Ленивец, все, полную нагрузку взял. Минута прошла. Ну, в принципе, нормально. Я спустился с бананами, как-то даже похуже было. Когда я... А вот и Миша кушать пришел. Это прям днем.
Только что легковая машина, мужик стоял, курил вот здесь, а машина возле туалета. Блин, и медведь вот оттуда. Капец. Миша, Миша. Не знаю, я тут что наснимаю, короче. Что-то взял и пошел в лес. Ну, посреди дня это вот на границе как раз Якутии. Только подъехал, я вышел, фотался, он печеньки положил там. Баянаю, привет. Так что тут вечером лучше вообще не писать на обочинах. Хотя здесь вот мусорка, здесь часто люди останавливаются, все ложат. Ну, они вот из этих кушерей кедрового сванника выходят. Ну это молодой мишка какой-то. В общем, такие дела. Ой. А я вот тут стоял, вот здесь прям на углу, на улице, и он такой идет. Мужик этот сразу стартанул, вот это он как раз подъезжал, круг дал. Местная достопримечательность, в общем. Че, в общем, еду я из Питера, значит, 8584 проехал, 34,5 расход за весь путь, а это от Иркутска 44,3 за 2300. Че, он опять пришел, что ли? Ну, а не, тубак просто. Так что Якутия встречает сразу. Гравийка. Ладно, едем дальше.